Здравствуй, мой друг! У нас сегодня урок русского языка. Тема урока – чтение, просмотр клипов о досугах. По разделу «Все обо мне». Сегодня на уроке ты узнаешь, как можно создавать клип. Ты научишься составлять предложения на основе сюжетных картинок, использовать знаки препинания в конце предложения. Вот какими должны быть результаты сегодняшнего урока. Добрый путь, юный друг. Проведем работу над текстом. Прочитай текст вместе со мной. Я люблю лошадей. Они красивые, быстрые и умные. Лошади очень сильные, могут выполнять тяжелую работу и пробегать большой путь. Лошади хорошо слышат звуки и чувствуют запахи. Особую красоту этим животным придают пушистая грива и хвост. Лошадь перевозит грузы и людей. Человек, который едет верхом на лошади, называется всадник. Всадник садится в седло и скачет на лошади. Ребята, текст состоит из предложений. Какой знак препинания отделяет одно предложение от другого? Правильно. Точка отделяет предложение. В конце предложения ставится точка. Хорошо. А теперь ответь на вопросы по тексту. О каком досуге говорится в тексте? Катание на лошади, катание на санках, гуляние. Правильно, катание на лошади. Какой знак препинания стоит в конце предложения? Вопросительный знак, восклицательный знак, точка. Правильно, в конце предложения стоит точка. Прочитай предложение, найди и назови слова-признаки. Вспомни, на какие вопросы отвечают слова-признаки. Лошади какие? Очень сильные. Лошади выполняют работу какую? Тяжелую. У лошади грива какая? Красивая. Еще раз повторите слова-признаки. Сильные, тяжелую, красивая. Молодец, умница. Как нужно читать? Читай предложение. Прочитал? Какие знаки препинания стоят в конце предложения? Лошади очень сильные. В конце предложения стоит верно, точка. Лошади могут выполнять тяжелую работу? В конце предложения стоит вопросительный знак, потому что задается вопрос. Смотри, какая красивая грива у лошади. В конце предложения стоит восклицательный знак, потому что предложение передает радость или удивление. Запомни, в письменной речи одно предложение отделяется от другого точкой, вопросительным знаком, восклицательным знаком. Это знаки препинания. Молодец, ты усвоил правила. Ребята, чему учат в школе? А чему нужно учиться на досуге? Из материалов предыдущих уроков вы знаете, что такое досуг. Досуг – это свободное время для любимых занятий. Ребята, внимательно посмотрите клип, чему учат в школе. Обратите внимание на картинки. Подумайте, как создан клип. Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Буквы читать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Буквы читать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К 4 прибавить 2, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
видеть восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Посмотри внимательно. Проверь свои возможности. Скажи «да» или «нет». Дети сидят за партой. Да. Девочка рисует на досуге. Да. Девочка собирает цветы. Нет. Мальчик ловит рыбу на досуге. Нет. Девочка катается на велосипеде. Да. Ребята, как создается клип? Что вы узнали? Верно, ребята. Чтобы создать клип, нужны картинки на определенную тему. Кто запомнил тему нашего клипа? Молодец, тема клипа была «Здравствуй, школа». Значит, должна быть тема клипа. А какая песня звучала во время просмотра клипа? Верно, прозвучала песня «Чему учат в школе». Правильно, для создания клипа нужно выбрать песню или музыку. Мы узнали сегодня, что клип – это короткий музыкальный фильм. А теперь рассмотри картинки. Попробуй правильно подобрать предложение к каждой картинке. Придумай название клипа. Составляем предложение по картинке. Смелее, ребята, посмотрим, как с заданием справился Санат. Я люблю своего жеребенка. Молодец. Каким будет следующее предложение? Мой жеребенок любит скакать. Отлично. Следующая картинка. Папа купил мне седло. А теперь закончи предложение. Я научился скакать на лошади. Отлично. Лошадь что делает? Возит сено. Нам нравится прогулка на лошади. Отличная работа. Ты научился составлять предложения по картинке. А как можно озаглавить клип? Подумай и поделись с друзьями. Для самостоятельной работы потребуется сделать сообщение о досуге. Нужно составить 3-4 предложения и подобрать к ним картинки. Подошло время подвести итог. Чему научился на уроке? Оцени результат своего обучения. Как у тебя получается составлять предложения по картинке? Как ты используешь знаки препинания в конце предложения? Выбери ответ «да», «частично» или «нет». Я думаю, что будет «да». Ты славно поработал на уроке. Спасибо за активное участие. До свидания. До новых встреч!